уважаемые коллеги! Сегодня я хочу представить презентацию вообще очень коротко о деятельности Кыргызгидромета, о предоставляемом гидрометеорологическом обслуживании и о информационных продуктах, которые, в принципе, Кыргызгидромет подготавливает и распространяет нашим потребителям. Сегодня мы уже очень много говорили об изменении климата, да. Я думаю, что все знают, что в основе любых научных исследований, да, анализа по этому направлению всегда лежат первичные данные наблюдений гидрометеорологической сети. То есть все эти данные, которые мы наблюдаем, это данные с метеорологических станций, с гидрологических станций, постов, с агрометеорологических станций, постов, как раз таки они лежат в основе подготовки и национальных сообщений, и разных таких страновых исследований. Ну и вот как раз таки на примере презентации Андрея Олеговича тоже можно сказать, что в основе всех его выводов и заключений лежали в том числе и да, вот анализ наших данных. Но сегодня я хочу немножко рассказать о другом, потому что я, как вот показывает практика, очень часто Кыргызгидромет ассоциируется с прогнозом погоды и только. Но хочется вот отметить, я сегодня хочу показать, что мы работаем в очень многих направлениях и выпускаем очень много информационных продуктов. И покажу, где вы их можете взять, те продукты, которые находятся в свободном доступе. Потому что очень много информации, которую мы выпускаем, она является специализированной информацией и предоставляется, ну, я думаю, что это в первую очередь информация о водных ресурсах, да, еще какая-то другая, она предоставляется только органам госуправления, правительству, аппарату президента, но много и такой информации, которая есть в свободном доступе, которую вы можете, в принципе, использовать для каких-то своих целей. Давайте, пока листается следующий слайд, я скажу, что агентство по гидрометеорологии в настоящее время при Государственном комитете по экологии и климата Кыргызской республики является официально уполномоченным государственным органом, на который правительством страны возложено осуществление деятельности в области гидрометеорологии. Датой образования Национальной гидрометеорологической службы Кыргызстана считается 16 июля 1926 года. При этом хочется отметить, что начало систематических метеорологических наблюдений относится к 80-м годам 19-го столетия. Самая первая станция на территории Кыргызстана была открыта в 1856 году, и, в принципе, вот с того момента уже начали производиться регулярные метеорологические наблюдения. То есть, можно сказать о том, что по многим метеорологическим станциям у нас ряды наблюдений более чем за 100 лет. Давайте я буду перешел. Давайте я буду махать тогда головой. Основные задачи Кыргызгидромета – это обеспечение правительства Кыргызской республики, населения, различных секторов экономики, гидрометеорологической информации и информации о загрязнении природной среды. Также это составление предупреждения о стихийных и опасных гидрометеорологических явлениях, таких как лавины, сели, паводки, штормовые ветры, сильные осадки и другие, и доведение их до населения соответствующих структур Министерства чрезвычайных ситуаций, правительства, заинтересованных министерств и ведомств. Также Кыргызгидромет составляет прогнозы погоды, водности рек, урожая сельскохозяйственных культур и фенологические прогнозы. Обобщает и анализирует гидрометеорологические условия и информацию о загрязнении природной среды, составляет и издает научно-прикладные справочники. Результатом всех наблюдений и всех тех работ является ведение Государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды. Вдруг. В настоящее время наблюдательная сеть Кыргызгидромета представлена 56 автоматическими метеорологическими станциями, 33 из которых установлены на мануальных. В том числе это 4 снеголовинные станции, озерная обсерватория Чулпун-Ата с научно-исследовательскими судами, 10 агрометеорологических постов, 79 гидрологических постов, на 3 из них установлены автоматические гидрологические комплексы, 5 озерных и 23 гидрохимических поста на реках, озерах и водохранилищах. 20 метеостанций отслеживают радиационную обстановку, 15 постов наблюдения осуществляют наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха. На одной из них установлена станция по наблюдениям за атмосферным воздухом в Бишкеке,
И на базе озерной обсерватории Чолпоната установлена глобальная станция по наблюдению за парниковыми газами. Следующий можно. Ну вот как раз таки одно из самых таких, я думаю, известных, да, и той деятельности, которая всегда на виду, это является метеорологическое прогнозирование. Вот на данном слайде, да, жалко, что очень плохо видно, но когда рассылку сделают, вы увидите, здесь представлен обзор метеорологической прогностической продукции, которая выпускается в Кыргызгидромете. Это прогноз погоды заблаговременностью до 7 суток и до 9 суток выпускаем консультативный прогноз. Это предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Это прогноз уровня фонового загрязнения воздуха по городу Бишкек, прогноз аномалий температуры воздуха и количества осадков на месяц по территории Кыргызской республики. Мы выпускаем обзор гидрометеорологических условий по всей территории Кыргызстана за прошедшие сутки, месяц, год. И осуществляем предоставление специализированной метеорологической информации. Все, у меня перестало переключаться. Да? Денис, пожалуйста. Правильно, все правильно. Вот это, да, вот этот слайд, да, все правильно. Да, на данном слайде, вот опять же, да, как бытует мнение, что как синоптики выпускают прогноз, они выходят, смотрят, в какую сторону дует ветер, или еще лучше, как в последнее время говорят, что мы списываем прогноз погоды с интернета и помещаем его, распространяем, что совершенно неверно. Для того, чтобы выпустить прогноз погоды, используется автоматическое рабочее место синоптика и обрабатывается, анализируется огромный объем информации. Конечно, как я уже говорила, это в первую очередь данные с наблюдательной сети Кыргызгидромета, которые, согласно регламентам Всемирной метеорологической организации, наблюдения на территории страны осуществляются 8 раз в сутки, каждые 3 часа. И 8 раз в сутки огромный объем информации идет к нам в центр сбора данных и затем уже распространяется на рабочие места метеоролога, гидролога, агрометеоролога и так далее для дальнейшего уже анализа, обработки и выпуска продуктов. Также при выпуске прогноза мы используем большой пакет синоптических карт, спутниковой информации, различных прогностических продукций, численных моделей прогнозирования и так далее. Можно следующий, пожалуйста? Да? Вы уже тоже можете сами это делать. Хорошо. Вот, и как раз таки здесь, вот на этом слайде, да, видно, что как раз вот внизу там я написала, что ежедневная обработка происходит более 30 единиц аэросиноптического материала. То есть для того, чтобы выпустить прогноз, проходит анализ всего имеющегося материала, включая расчеты моделей, обработка более 30 единиц аэросиноптического материала, затем идет процесс подготовки, обсуждения текущей погоды, всей прогностической продукции, и только потом мы выпускаем уже прогноз и распространяем его нашим потребителям. С августа 2015 года в оперативную работу синоптиков-прогнозистов были введены результаты расчетов мезомасштабной модели ВОРФ, которая специально была адаптирована нами с помощью международных консультантов на территорию Кыргызской республики. Эта модель положительно влияет на качество прогнозов погоды, особенно на прогнозирование сильных осадков и понижение температуры воздуха. Я, наверное, эти слайды буду быстро пролистывать, поменьше говорить, потому что времени нет. Это прогностические продукции глобальных вычислительных центров. Вы потом можете здесь посмотреть, какие это. Европейский центр среднесрочного прогнозирования, это центр японского метеорологического агентства и так далее. Здесь вот много разных. Также мы используем в работе модель Космо, которая была также адаптирована для стран Центральноазиатского региона, которая тоже помогает нам прогнозировать все метеорологические параметры и явления. И вот как раз таки к той информации, которую мы выпускаем на основе анализа и обработки всех этих данных,
Кыргызгидромет, вот как я уже сказала, осуществляет специализированное обслуживание, то есть информация, согласно законодательству Кыргызской Республики, мы оказываем государственную услугу в области предоставления специализированной информации. То есть, как написано в законе о гидрометеорологической деятельности от 2006 года, это информация, которая предоставляется по запросу потребителя за счет его средств. Поэтому очень большой объем информации, которая вот в правом столбике, да, в принципе, любые потребители могут к нам обратиться и получить. Информация, которую мы распространяем ежедневно, бесплатно, это фактическая погода, прогнозы общего пользования и штормовые предупреждения. В настоящее время они все распространяются населению республики через средства массовой информации и социальные сети, Facebook и Instagram, мобильное приложение, систему раннего предупреждения и систему 112. Также вот отдельно у нас сайт СРО, система раннего предупреждения разработана была в прошлом году, это платформа для наших пастбищепользователей. Также внизу я не буду всех перечислять, это органы госуправления, которые ежедневно, включая праздничные выходные дни, да, то есть Кыргызгидромет работает в круглосуточном режиме, не останавливаясь ни на одну минуту, оперативные его подразделения. И вот все наши органы госуправления мы ежедневно обслуживаем этой информацией. Но хотела, может быть, чуть подробнее, но теперь уже не буду, какие мы выпускаем штормовые предупреждения, да, что штормовые предупреждения, ну вот я не буду перечислять, какие выпускаются, заблаговременность их до 96 часов мы сейчас выпускаем. И выпускаем специальные штормовые предупреждения по запросам наших потребителей, которыми является Иссык-Кульское пароходство. Для них мы выпускаем об усилении ветра по акватории озера Иссык-Куль. И такие наши потребители, как энергетический сектор, строительство, строительный сектор, для них мы выпускаем штормовые предупреждения о сильном ветре, грозе, понижении температуры воздуха. То есть чья деятельность зависит от этих штормовых и от ущербов, которые могут быть ими нанесены, они обслуживаются у нас специально. В настоящее время для подготовки и выпуска штормовых предупреждений нами используется программное обеспечение Smart Alert, которое дает возможность подготавливать штормовую информацию с использованием светового кода. Если вы зайдете на наш сайт, я потом ссылки дальше дам, они у меня там будут, но наш основной сайт www.meteo.kg, и там вы можете увидеть при угрозе возникновения штормового предупреждения с использованием цветового кода размещение метеорологических и гидрологических штормовых предупреждений. То есть в коде цветовой опасности, так скажем, да, с использованием кода. Вот, на этом слайде много видов штормовых предупреждений, тут очень мелко, но я думаю, вы потом в рассылке посмотрите. То есть мы выпускаем различные штормовые предупреждения о резком изменении погоды, о сильном ветре, об ухудшении видимости, об отложении мокрого снега на проводах и деревьях, о гололедных каких-то явлениях, да, и так далее. И в зависимости от вида штормового предупреждения и от ущербов, которые могут быть ими нанесены, у нас разные группы потребителей. Ну, к примеру, если это туман, то, конечно, это будет ГАИ республики, мы оповещаем, Чуйское предприятие высоковольтных сетей, ОСО «Север Электро», ну и так далее. Если это ветер, вот я уже на предыдущем слайде говорила, то есть каждое штормовое предупреждение выпускается для своей группы пользователей. Здесь висит у меня тоже. К сожалению, не помню, что у меня дальше. И здесь у меня повисло, и на экране повисло. Ну да, следующий слайд, в принципе, там каким способом мы осуществляем рассылку. Это электронные сообщения, телефонные, факсовые, смс-сообщения. То есть, ну, как удобно нашим потребителям, так мы рассылаем. Ежедневно, ну, тут висит совсем, ежедневно выпускается вот такой бюллетень, который включает в себя полностью всю информацию прогностическую. То есть здесь
прогноз погоды заблаговременностью до 7 суток и консультативный прогноз погоды заблаговременностью до 9 суток по всем областям республики, по очень многим пунктам. Вот. И вот он как раз-таки идет в рассылку нашим госорганам, принимающим решения, и всем заинтересованным министерствам, ведомствам, потребителям нашей информации. Фактическую погоду, штормовые предупреждения, прогнозы погоды, прогноз аномалий температуры воздуха и количества осадков. Вся эта информация находится в свободном доступе и размещается на нашем сайте www.meteo.kg. Если вы сюда зайдете, сайт на 3 языках, но на русском, на кыргызском он работает точно, по-моему, на английском тоже, но, по крайней мере, в будущем будет работать. Проблема в том, что в настоящее время он проходит обновление и иногда может зависать. Но, по крайней мере, здесь, вот зайдя по этой ссылке, здесь в бегущей строчке показана вся фактическая погода, которая в настоящее время поступает с 56 автоматических станций. Это мобильное приложение Meteo.kg, которое разработано для 2 платформ, и для Android и для айфонов. Это вот продукты, которые вы там можете увидеть. Это наши социальные сети, Facebook и Instagram, где тоже помещается, и система 112. То есть через систему 112, которая рассылка вам идет, Министерство чрезвычайных ситуаций сообщает, это сообщает Кыргызгидромет, а не Министерство чрезвычайных ситуаций. Они только рассылают. Тут же в соцсетях мы размещаем штормовые предупреждения и гидрологические обзоры. В системе раннего оповещения, вот о котором я говорила, которая была разработана в рамках проекта ИФАД, развитие рынка и животноводства, была разработана вот эта платформа, где пастбища пользователи получают прогноз до 10 суток. Более чем 55 пастбищам. Еще одно большое направление нашей деятельности – это гидрологическое прогнозирование. Существующая гидрологическая сеть обеспечивает изучение режимов источников важнейших погодно-экономических районов. Ну, то есть наша вся наблюдательная сеть, она расположена главным образом в зоне формирования стока и его рассеивания, и на границах областей. Основной задачей на гидропосту является наблюдение за уровнем воды, измерение расхода воды, измерение температуры воды, температуры воздуха, осадков и снежного покрова. На следующем слайде представлены организации работы по сбору, обработке и анализу оперативной гидрологической информации. То есть также в основе лежит та информация, которая собирается со всей гидрологической сети, затем она уже обрабатывается. В обработку включается ежедневная обработка гидрологических данных, обработка накопления осадков, математические расчеты аргументов, и уже после этого выпускаются ежедневный гидрологический бюллетень, который также выпускается беспрерывно каждый день, выпуск штормовых предупреждений о селевой и паводковой опасности и составление и выпуск прогноза водности различной заблаговременности. Для выпуска прогнозов погоды, гидрологических прогнозов мы в своей работе используем программное обеспечение MoodSnow, которое помогает нам рассчитывать площадь снежного покрова с использованием спутниковых снимков. И как раз таки вот здесь та информация гидрологическая, это краткосрочные прогнозы, которые выпускаются заблаговременностью 5-10 дней, и долгосрочные прогнозы, которые выпускаются на период вегетации с апреля по сентябрь, отдельно на месяцы вегетации, кварталы, нежень с октября по март, и экстренная информация об опасных гидрологических явлениях в виде штормовых предупреждений. Ну, здесь на этом слайде опять-таки вот такая схема, да, что сначала мы выпускаем ежедневный гидрологический бюллетень, он идет потом у нас в основу выпуска справки о накоплении осадков и карты, которые к ним прилагаются, и различного вида уже прогнозы. Как вот я уже вначале говорила, гидрологическая информация практически вся является информацией такого стратегического назначения, да,
И бесплатно в свободном доступе, да, потребители могут посмотреть гидрологический обзор за сутки и приток воды водохранилища, ну, естественно, штормовые предупреждения, которые, конечно, всегда мы распространяем всем сразу и в свободном доступе. Эта информация размещается в сети Facebook и Instagram. Ну и, естественно, по запросам потребителей мы можем предоставить любую специализированную информацию через заключение договора. То есть вот на предоставление метеорологической и гидрологической информации в год в среднем заключается около 20-30 договоров, где прописывается, какая информация, да, нужна нашему потребителю. И мы специально уже для этой группы потребителей эту информацию готовим и предоставляем уже в рамках договора. Помимо оперативной режимной гидрологической информации, мы также обрабатываем оперативной гидрологической, мы обрабатываем режимную гидрологическую информацию и ведем работы по составлению государственного водного кадастра. Сюда. Туда? Да. Ну ладно, давайте я Можно здесь, там попробовать. здесь тоже опять зависла. Вот. Также мы выпускаем ежегодник по испарению, мы выпускаем продукцию по годовой водный баланс по озеру Иссык-Куль и выпускаем ежемесячный оперативный водный баланс по 3 водохранилищам Кыргызской Республики. Ну, не знаю, совсем висит. Ну, тогда я продолжу. Следующим направлением нашей деятельности является агрометеорологическое прогнозирование. Кыргызгидромет посредством через свою наблюдательную сеть осуществляет наблюдение за многими сельхозкультурами, не буду перечислять, они там есть на слайде, и выпускает следующую агрометеорологическую продукцию. Это агрометеорологический декадный бюллетень, в котором отражаются основные метеорологические особенности и состояния сельхозкультур, обзоры за месяц и сезонные обзоры, ежегодник, фенологические прогнозы и спецсправки. Давайте я не буду много говорить, они все там написаны, вы в принципе можете их потом посмотреть, потому что, смотрю, совсем не переключается уже, да? В 2020 году при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития в рамках проекта развития животноводства рынка как раз таки, можно дальше переключать, в рамках которого была разработана еще? Еще? Вот здесь коллеги прочитают, потом дальше можно. Дальше. Дальше. Еще. Вот. Ну, здесь я уже почти договорила, что был выпущен в Кыргызгидромете совместно с национальным консультантом, был подготовлен и размещен на том же сайте системы раннего оповещения документ, который называется «Оценка изменения климата в Кыргызской Республике». Очень такой информативный, весь документ основан на всех наших первичных данных, на данных, которые прошли очень такой серьезный контроль качества, и в принципе можете его смотреть, читать. Можно дальше. Еще одним очень большим направлением деятельности Кыргызгидромета является прогнозирование лавинной опасности, мониторинг прорыва опасных озер и обследование ледников. В настоящее время Кыргызгидромет ведет снеголовинный мониторинг на 4 стационарных снеголовинных станциях. Это Тюяшу, Итагар, Чонашу и Давон. Дальше можно. Там на слайде видно, какие участки дорог мы обслуживаем, тоже подробно не буду останавливаться. Также мы осуществляем профилактические мероприятия по принудительному спуску лавин с применением артиллерийского орудия совместно с сотрудниками МЧС, МВД, Министерства транспорта и Генерального штаба. Дальше можно. Дальше. Также специалисты Кыргызгидромета принимают активное участие в экспедиционных исследованиях и мониторинге на ледниках
Но пока, к сожалению, эти мероприятия реализуются только при поддержке международных доноров, партнеров по развитию, потому что очень дорогостоящие мероприятия, пока с помощью собственных средств мы их не осуществляем. Дальше. В летнее время, в период активного таяния ледников и заполнения высокогорных прорывоопасных озер, мы принимаем участие в экспедиционных мероприятиях по мониторингу и оценке угрозы прорывоопасности высокогорных озер Кыргызской Республики. Дальше. И вот в целях снижения риска и передвижения по лавинным участкам дорог, обеспечения безопасности хозяйственных объектов, осуществляется оперативное информационное обеспечение министерств, ведомств, населения республики, информация о лавинной опасности. Ну, здесь тоже на слайде видно, что потребителями являются как органы госуправления, так и средства массовой информации и другие. Дальше. Также в рамках своей деятельности Кыргызгидромет осуществляет мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха проводится в 5 городах Кыргызской Республики. Это Бишкек, Карабалта, Оштак, Мок и Чолпон-Ата. На 14 стационарных постах и одном автоматическом по 9 загрязняющим веществам. Ежегодно на постах выполняется 20-22 тысячи наблюдений с определением концентрации примесей в химических лабораториях Кыргызгидромета. В прошлом году, в конце прошлого года, в целях исполнения плана комплексных мероприятий по улучшению качества воздуха в городе Бишкек, Аламудунском и Сукулукском районе Чуйской области, в рамках при поддержке Азиатского банка развития был подписан меморандум в рамках поддержки экономического коридора Алматы-Бишкек, и в рамках меморандума было установлено 50 автоматических датчиков, как раз таки вот в тех местах, где я уже сказала, Бишкек, Аламутун и Сукулукский район. Можно дальше. И здесь, конечно, целый перечень, да, у меня 2 таблички с информацией. Но, во-первых, хочется отметить, что вся информация, которая касается загрязнения атмосферного, вообще загрязнения природной среды, дальше я еще 2 слова скажу про загрязнение качества, мониторинг за качеством водных ресурсов, поверхностных вод, суши. Эта информация вся бесплатная, она не входит в наш прейскурант цен и может предоставляться любым госорганам, потребителям на бесплатной основе. Ну вот то, что здесь вы видите, да, тоже не буду, наверное, перечислять, времени нет. Та информация, которую мы подготавливаем, это, конечно, о состоянии загрязнения и по городу Бишкек, и по всей территории. И вот на следующем слайде вы можете увидеть, опять-таки, если вы зайдете на наш слайд, можно следующий, да, вот. На сайте будет информация об экстремально высоком загрязнении природной среды, это в период угрозы выпуска, значит, штормового предупреждения. Информация о качестве атмосферного воздуха за сутки, это как раз таки все те 50 автоматических станций. В режиме онлайн каждые 20 минут идет обновление информации, она находится в свободном доступе на сайте. Это информационный бюллетень о состоянии загрязнения атмосферного воздуха за сезон. В настоящее время на сайте висит бюллетень за весну. Это информация о качестве атмосферного воздуха в Бишкеке, которая также есть и в соцсетях. И информация о радиоактивном загрязнении по территории города и по Чуйской долине. Это вот как... Ой, следующий можно? Все, переключу. Следующий. Ага. Это вот опять же по той же ссылке www.meteo.kg. Вот это посередине, это как раз таки карта с 50 датчиками. Если вы нажмете на пункт, выходит вот такая информация. Это радиационная обстановка и бюллетень, сезонный бюллетень о загрязнении атмосферного воздуха. Дальше, пожалуйста. Это вот такой ежедневный обзор, то есть информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек. Он выпускается вместе с метеорологическим бюллетенем и ежедневно уходит по списку рассылки органам, принимающим решения, и в различные министерства, ведомства. Дальше, пожалуйста. В настоящее время Кыргызгидромет осуществляет плановый мониторинг на 10 водных объектах Чуйской области, на 20 створах по 27 ингредиентам. Также осуществляет трансграничный мониторинг с Казахстаном 2 раза в год на реках Чу, Карабалта, Талас.
В 2019 году были возобновлены гидрохимические исследования на озере Иссык-Куль за счет бюджетного финансирования. Мониторинг проводился на 17 пунктах по 30 показателям. И в год по осуществлению мониторинга качества поверхностных вод выполняется около 5500 анализов. Дальше, пожалуйста. Ежегодно выпускается ежегодник качества поверхностных вод на территории Кыргызской республики. Отправляется раз в год в Нацстатком и в Госкомитет экологии и климата. И подготавливается информационная справка о состоянии загрязнения природной среды, которая обобщает там и воздух, и воду, и радиацию. И подготавливается различная информация по запросам потребителей. И, по-моему, все у меня. Еще есть? А, нет, все. Спасибо, я очень быстро старалась. Спасибо большое.